Встреча с послами – это не просто протокольная формальность, это определение перспектив сотрудничества. Сегодняшняя церемония вручения верительных грамот в этом плане была важна как для самих послов, так и для Кыргызстана. Среди тех, кого сегодня принял глава государства, был новый посол России. Для Николая Удовиченко этот год будет весьма насыщенным в работе. И это в первую очередь касается предстоящего государственного визита в нашу страну Владимира Путина. Все вопросы в целом уже обговорены, и к приезду российского лидера все готово. Но темы для обсуждения появляются каждый день. 1 марта состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Были четко очерчены задачи, которые стоят перед двумя странами. Поэтому сейчас вопрос о реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на этом заседании. Если потребуется, то в любой момент, естественно, могут такие быть встречи проведены, но пока не планируется. Пока работа ведется, что называется, на домашних полях. И мы рассчитываем, что к визиту по ключевым вопросам будут найдены решения, которые устраивают обе стороны. Не менее важной стала встреча и с новым китайским послом. Здесь вопросов сотрудничества тоже немало. По словам Ду Дэвэн, с главой государства она обсудила совместные проекты. Это и строительство дороги Север-Юг, и энергетические проекты, а также строительство больницы в Аше. По словам китайского дипломата, это будет самый современный медицинский центр в Центральной Азии. Это будет комплексная больница. Там ее, то есть, можно проверить, там еще и... Конечно, больница – это строить хорошо. С другой стороны, надо иметь хороший врач. С этой точки зрения мы будем тоже работать с этой новой больницей. Но сначала нужно есть больница, потом, чтобы больница хорошо работала. С послом Чехии Сооронбай Джеймбеков обсудил вопросы экономического сотрудничества. Рудольфу Гиклу тоже уже в ближайшее время предстоит организовать в Кыргызстан визит делегации чиновников и бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с нашей страной. В перспективе развития таких направлений, как экономика, образование и туризм. Мы работаем на подготовке визита нашего министра промышленности и торговли, которая должна приехать в Бишкек в апреле месяце в сопровождении делегации предпринимателей. Мы ожидаем, что во время этого визита будут подписаны 2 договора по сотрудничеству экономическому и по налогообложению. То есть мы таким образом стараемся создавать государственные предпосылки, официальные предпосылки для развития того, что самое важное. В этом направлении я хочу работать. То есть взаимовыгодные связи на уровне предприятий или организаций, которые как-то осуществляют суть наших отношений. Вопросы туризма и двустороннего сотрудничества глава государства обсудил и с послом Республики Бенин. С этой африканской страной Кыргызстан поддерживает дипломатические связи уже с 2009 года. Бенин, как и Кыргызстан, страна аграрная, поэтому направлений в развитии отношений достаточно. Я надеюсь, что сотрудничество между нашими странами будет развиваться. Я очень рад встрече с главой вашего государства. Мы сегодня обсудили вопросы сельского хозяйства и туризма. Надеюсь, нам удастся укрепить наши отношения и развивать их. А с послом Италии президент обсудил вопросы культурного взаимодействия. Паскуале де Авиньо отметил, что его страна готова поделиться с Кыргызстаном своим опытом по самым разным направлениям. Итальянский посол пригласил кыргызстанцев чаще бывать в его стране. У нас очень богатое культурное наследие. Мы готовы им поделиться. Италия владеет большинством объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Мы страна, которая является одной из основателей Евросоюза. Мы хорошо одеваемся, вкусно едим и готовы поделиться этим с вами. Мы видим, что в Кыргызстане очень любят Италию, а подтверждение этому то, как популярны у вас итальянские исполнители. Но и в Италии очень ценят Кыргызстан. На днях я был в горах, и там я встретил альпинистов из Италии, которые просто влюблены в вашу страну. Все договоренности, достигнутые в ходе переговоров с новыми послами, теперь будут далее разрабатываться профильными ведомствами. Игорь Потанин, Диас Сакимбаев, НТС.